Иннахум кану юсариуна фил хайрат. Поистине они спешили к благим делам. Они спешили к благим делам. Это очень важное качество верующих людей. Аллах Субхану описывает нам качество верующих людей. Какое? Что они спешат к благим делам. Верующий человек, он все время спешит. Все время спешит к благому делу. Таков был пророк, алейхиссалату вассалам. Снизошел аят «Анзир аширатак аль-акрабин» и увещевай своих ближайших родственников. Все, пророк саллаллаху поднимается, выходит, обращается к своим ближайшим родственникам и говорит: «Я машара Курайш, о курайшиты». Вот это должно быть непременным качеством всех последователей Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Не откладывай, спеши с благими делами. «Фастабикуль хайрат», Аллах говорит, опережайте друг друга, спешите к благому. Или как в этом аяте: «Иннахум кану юсариуна фил хайрат». Поистине они спешили к благим делам. Благие поступки откладывать нельзя, не следует их откладывать, потому что откладывание, оно заключает в себе очень много опасностей. Это откладывание, оно несет в себе очень-очень много бед. Хотя бы можно упомянуть накопление у человека долгов, накопление у человека вот этих обязанностей перед Аллахом Субхану ва Тааля. Шейх Ибн Усаймин указывает на это. Вот это накопление, то, что висит на тебе, это уже бедствие, уже не говоря о многих других бедствиях. Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах тааля, по поводу этого откладывания говорит, смотрите, очень хорошие слова, он говорит: если Аллах Субхану ва Тааля облегчает для своего раба причины, возможности для каких-то богоугодных поступков, то нужно быстро воспользоваться этими возможностями. А если человек отложит это деяние, то Всевышний может поставить потом препятствие между человеком и возможностью совершить это деяние. И уже человек не сможет потом приобрести вот эту вот выгоду, эту прибыль. Не воспользовался ты этим шансом, упустил и все, потом Аллах ставит преграду, и уже потом не получается. Как часто так бывает? Тут есть возможность. Все условия Аллахом Субхану ва Тааля создан, возможность дана, воспользуйся. Человек, ничего. И что-то откладывает по каким-то совершенно невразумительным поводам, а потом уже лишается этой возможности. Нет этой возможности. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я аyyуhalladhina аману, стаджибу лиллахи ва лиррасули иза даакум лима юхйикум». О вы, которые веровали, ответьте Аллаху и его посланнику, Аллаху и посланнику, если Он, Аллах, зовет вас к тому, что вас оживляет, к тому, что есть ваша жизнь. Ответьте ему. Отвечать надо сразу. «Ва'аляму анна Аллах яхулю бейналь мар'i ва кальбихи, ва аннаху илейхи тухшарун». И знайте, что Аллах ставит преграду между человеком и его сердцем. То есть Аллах ставит преграду, и человек уже потом не может добиться того, в чем для него польза, того, чего он хотел. И знайте, что вы к Аллаху будете собраны. Вот этот вот аят. Не отвечаешь сразу на возможность, на призыв Аллаха Субхану Тааля, потом Аллах Субхану Тааля ставит преграду. То пасет Аллах Субхану Тааля между тобой и возможностью совершить вот это вот прекрасное действие.